Безусловно, это дань уважения подвигу, который совершил многонациональный народ Советского Союза. Президенты проходят мимо трибун. Вы видите, как и слышите, как приветствуют президентов России и Таджикистана гости. Они еще не расходятся. Вот даже кто-то спрашивает, как вам парад, можно расслышать на кадрах трансляции. Президент отвечает: отлично. Рядом с президентом министр обороны Сергей Шойгу и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Сегодня он гость парада в Москве. В годы Великой Отечественной на фронт отправился каждый пятый житель Таджикистана, около 300 тысяч человек. Почти треть из них домой так и не вернулись. Воины из республики участвовали во всех важных битвах, сражались на Курской дуге, помогали оборонять Москву, освобождать блокадный Ленинград. Более 50 жителей Таджикистана удостоены звания Героя Советского Союза. Так что, конечно, победа – это общая. Невский пятачок стал одним из символов мужества, героизма, самопожертвования советских воинов. В одной из своих статей ко Дню Победы в прошлом году президент признался, что отец не любил рассказывать о войне, но в сердце всегда разговоры с ним, с мамой на эту тему, их скупые эмоции. Ну, традиционно Владимир Путин идет к могиле неизвестного солдата через Кремлевский проезд. Он берет свое начало от Никольской башни Московского Кремля и упирается в Манежную площадь. Длина всего 150 метров. Вот он, вечный огонь. Это священное место. Без преувеличения, каждый человек в нашей стране испытывает совершенно особые эмоции, когда попадает в Александровский сад, видит вечный огонь, пост номер 1. Это место памяти и скорби. И вот мы видим лидеры России и Таджикистана уже в Александровском саду. Буквально считанные метры остаются до могилы неизвестного солдата.
встречи, контактов. Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одни из первых, кто сказал об этом по случаю терактов в Москве. Наши специальные службы активно работают для купирования общих угроз, потому что терроризм представляет угрозу для всех стран, и для России, и для Таджикистана. Работает она налажена, коллеги в тесном контакте находятся друг с другом. Мы с вами поддерживаем эту работу и будем это делать дальше. А что касается других составляющих, прежде всего экономики, то должен с удовлетворением отметить, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Мы занимаем первое место по уровню товарооборота. Причем отношения наши развиваются все активнее и активнее по очень многим направлениям, и это не может не радовать. У нас есть возможность сегодня обсудить всю совокупность нашей совместной работы. И еще раз хочу сказать, что очень рад вас видеть. Пожалуй, Владимирович, большое спасибо за приглашение, за гостеприимство, прекрасные условия. Во-первых, хотел бы поздравить вас с праздником Победы. Это наше общее, это вы правильно говорите об этом. Я вчера в своем обращении к народу говорил, что 50% трудоспособного населения тогдашнего Таджикистана участвовали в этом войне и 300 тысяч. Что касается наших двусторонних отношений, идет по нарастающей торгово-экономическому сотрудничеству, в гуманитарной сфере. Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете более 30 лет нашу позицию. Наша позиция такова. Неоднократно я заявлял с трибуны ООН о том, что мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности, не имеет религии, не имеет родины. С ними надо бороться сообща, везде и всюду. Наши спецслужбы и противоположные работали все эти годы очень хорошо и работают, продолжают работать. Только, к большому сожалению, трагедия, которая случилась, народ Таджикистана и правительство, я лично позвонил вам, мы сами пережили и до сих пор более 30 лет воюем против экстремизма, терроризма. Не просто понаслышке знаем, что такое экстремизм и что такое терроризм. Вы знаете, где это находится Таджикистан. Так, поэтому это глобальная проблема. Что касается некоторых других вопросов, я думаю, что, конечно, наши недруги хотят поссорить, которые бросить различными методами, путем. Но я думаю, что наши позиции, вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником. Россия имеет самую большую военную базу за пределы своего государства именно в Таджикистане. Так. Все эти годы мы не меняли свою позицию и не собираемся менять. Так что нам надо еще продолжать, нам надо работать, нам надо вместе бороться с глобальными вызовами, глобальными угрозами. Так. И, конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению наших трудоиммигрантов. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов, поскольку демографический уровень в Таджикистане
2,5 роста населения ежегодно. Это был один из бывших советских республик, который обеспечивал и строительных батальонах тогдашнего советского армии, строительным батальоном и во всех комсомольских стройках, крупных стройках участвовали таджики. И сейчас участвуют, строят, особенно в строительстве. Я думаю, что таджики – это очень древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру, цивилизацию. И то, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо. То, что это наносило очень серьезный урон по имиджу, истории, культуру, традиции нашей нации. А мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте этот вопрос. Еще раз, и сегодня я пребывая перед вылетом, я открыл крупнейший мемориал в честь участников Великой Отечественной войны, Парк Победы, с участием представителей Государственной Думы Российской Федерации. Это уникальное сооружение, уникальное место, самое достойное место одушевления нашей столицы. Это говорит о многом. Вы знаете, лично мое именно отношение к культуре, истории, русскому языку и вообще наши личные доверительные отношения. Поэтому мы хотим жить в цивилизованном мире. Москва, Россия всегда была, я думаю, что останется центром светской цивилизации в постсоветском пространстве. За что и сегодня, присутствуя на этой торжественной мероприятии, действительно, это родит, это наш общий, то, что осталось от бывшего Советского Союза, единственный такой общий национальный праздник, который нас объединяет. Поздравляю от всей души, поздравляю всего российского народа и весь народ бывшего Советского Союза с этим очень уникальным историческим победой.